Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие любимые. Только что мы делали расклад по судьбе ли вам загаданный человек, любовная тема. А теперь мы сделаем с вами расклад. Для чего вы встретились, для чего вас свела судьба с любым человеком. Вот абсолютно любой человек, то есть не любовная тема, а любая. Дружба, работа, ну пусть даже любовная тема, можете еще раз проверить. Даже свои дети, для чего нам встречаются, то есть какая миссия, да, у человека, для чего сводит судьба с этим человеком. Там, допустим, мимолетные какие-то люди, можно даже их загадывать. Врачи даже, вот бывает, встретишь врача, а чувствуешь, что какая-то между вами есть, ну не знаю, связь, да. Не то, что любовная, а вообще жизненная. Итак, гадать я буду на Таро Солнца и Луны. Ой, Луны и звезд, неправильно сказала. На Таро Луны и звезд. Опять у нас будет, значит, 3 позиции. Видео всегда актуальный момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад. Можно врагов своих загадывать, да, тоже. Итак, первая карта покажет тип ваших взаимоотношений, как их видят сейчас высшие силы, да, также точно. Как видят ваши взаимоотношения высшие силы. Итак, первая позиция, вторая позиция и третья позиция. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с первой позиции. Остальные я убираю в сторону. Для чего вас свела судьба? Почему вы встретились с тем-то человеком, который не любовно, а по-любому, по любой причине с вами связан? Итак, первая позиция, коричневая брошка. Как видят высшие силы ваши отношения? Иерофант. Ну, вы знаете, все-таки карта Иерофанта показывает действительно какие-то отношения людей, которые друг друга очень уважают, ровные отношения. Вот действительно, как отношения рабочие, дружеские, с сильной платонической связью отношения. Вот глубокое уважение друг к другу и вообще к чужой душе, да, вот перед тобой стоит душа, а ты глубоко уважаешь эту душу, то есть даже уже не тело, понимаете, не тело. И, конечно, опять же, высшие силы видят ваши отношения как учитель, наставник и ученик, спрашивающий, понимаете? И видите, отношения эти, они высокие какие-то, возвышенные. Руководство, да, руководство, то есть человек, может быть, дает вам направление, наставление в жизни, да, или вы даете ему направление, наставление в жизни. То есть один как бы учит другого чему-то. Но опять же, они оба связаны, уважают друг друга, да, ценят друг друга. То есть именно такие отношения возвышенные, хорошие, добротные. Если в любви, то отношения, я бы сказала, мужа и жены. Ну или просто человека, которого очень платонически сильно любишь, да, душа к душе, как говорят. Ну а в жизни это могут быть любые, но очень такие хорошие. Так, для чего вас свела судьба с этим человеком? Паж мечей. Паж мечей. Девятка мечей. Самое интересное, да? Что идет обучение, образование, но в то же время травма. Понимаете, так интересно получается. Вы друг друга действительно чему-то учите. То есть не только один другого, да, а вы друг друга. То есть это идет для развития, для образования связь. Но, опять же, да, девятка мечей показывает, что можно и пострадать от этого обучения. То есть тяжело в учении, а потом легко в бою, как говорят. Поэтому могу сказать, что
Ну, какой-то опыт такой, травмирующий опыт, может быть. Так, давайте посмотрим, какую цель преследует этот человек в вашей жизни. Ну, тут жрец, жрица, да. То есть примерно то, что и видят сейчас высшие силы. Идет развитие какое-то. Человек преследует какую цель? Духовного развития, углубления. То есть плохих у него намерений нет. Вот, ну, нету и все. Развитие развитие интуиции, слышание внутреннего голоса, да. Жрица. Жрица — разобраться до конца, понять до глубины, раскрыть тайну. Но если вдруг у вас появится к этому человеку одна цель, а у него была совсем другая, да, то это и несет, скорее всего, травму. Допустим, представим, что человек испытывает к вам чувства как брат к сестре, а вы к нему как женщина, которая влюбилась в мужчину. Тогда будет травма. То есть несоответствующие ожидания друг от друга, вот так. Но человек к вам хорошо относится, и он не имеет в виду ничего такого, скорее всего. Если же это любовная история, опять же, вы можете ожидать от этого человека того, что он не может вам дать. Он может вам дать обучение в жизни, развитие, духовную близость, но от чего-то дать не может, а вы можете этого ожидать и из-за этого травмироваться. Куда пойдут сейчас эти отношения? Король жезлов и колесница. Пока что это развивающиеся отношения, то есть до травмы, скорее всего, еще далеко, когда какой бы то ни было. Здесь может развиваться общение, здесь может развиваться, так скажем, интерес такой общий. Если в любви, то страсть, да, и прогресс отношений. То есть пока что вот, да. И опять же, колесница. Можете вместе куда-то ездить. То есть пока все хорошо. Просто в будущем отношения могут чем-то травмировать. Это да. И в этом судьба тоже этих отношений. Но с другой стороны, обращайте внимание на хорошее и на знаки, да. То есть обучайтесь, если отношения даны для обучения, обучайтесь, обучайте друг друга. Развивайтесь вместе, да. Слушайте внутренний голос, развивайте свой внутренний голос, интуицию. И я думаю, что опыт будет приобретен. Это общение еще пока продолжится. Может стать очень близко дружеским, хотя бы, как минимум, да. Ну, такая первая позиция. Вторая позиция. Для чего вы встретились? Почему этот человек вошел в вашу жизнь? Зачем? Тема не любовная, общая, любая. И первая карта, как видят высшие силы, вашу взаимосвязь. Десятка пентаклей. Богатство. Но вы знаете, это связь в одной семье, в одном коллективе. Или такая связь, когда ты человека воспринимаешь вот как родственника, родню, семью. И общего, много очень общего. Как будто это член твоего рода, да, и ты чувствуешь с ним вот как единство какое-то. Очень глубокое уважение, стабильность. Ну, богатство — это данный человек раскрывает ваши возможности. Вы раскрываете денежные каналы друг друга, способствуете развитию в финансовом смысле друг у друга, приносите друг другу удачу, да, с этим человеком. Есть и духовная близость, и общие интересы. Но это отношения, вот знаете, как будто это ваша какая-то семья. Как вы вот в коллективе родственников должны, мол, общаться, да, такое отношение. Вот это моя как семья, да, какая-то. Даже если вы вообще не родня, встретили этого человека, и он как член вашей семьи ровно, что как свояк какой-то, да. То есть близкий какой-то человек, но богатство показывает, что человек может нести физический комфорт в вашу жизнь, богатство или здоровье, понимаете, улучшать здоровье почему-то. Хорошо. Даже вносить, кстати, эмоциональное здоровье, да, то есть вас стабилизировать, а вы его. Хорошо.
для чего вы встретились, для чего вас свела судьба, да? Мир. Мир. Вы, скорее всего, раньше были как в какой-то период жизни на расстоянии друг от друга. 6 мечей. Да, вы однозначно из разных стран, скорее всего. Или из разных мест. Или на какой-то период жизни вы были в разных совершенно концах мира, там, местах, разных странах, городах, я не знаю. И вот для чего вас свела судьба, да? Вот вы же воедино сошлись, хотя раньше вы были на разных там концах земли, да? Почему сейчас вы сошлись? И вот идет завершение одного этапа жизни, начало другого. И этот человек знаменует начало вашего нового этапа, понимаете? Вот. Дальше, значит, вам нужно с помощью этого человека, ну вот просто взять и как развиваться, да, с чем-то расстаться из прошлого и развиваться в лучшее будущее. Вы об него как-то учитесь жить, вот как будто бы видите новую жизнь, другую, иную. Учитесь новой реальности, вот как становлению новой реальности. Или учитесь благосостоянию. Вот, может быть, вы в нем не жили, допустим, а человек жил, да? Или там заработал благосостояние, а у вас, допустим, еще, может быть, этот период этого не было, когда вы встретились, и вы как бы учились или учитесь у него, как это жить в благосостоянии, как зарабатывать благосостояние, как улучшать свою жизнь. Вот как бы развитие это идет, движение, да? Также с помощью этого человека, может быть, вы меняете место жительства в будущем. Хорошо. Какую он цель преследует в вашей жизни? 2 жезлов. Но на самом деле цель-то тут просто, что пока что человек строит планы на будущее, общение, совместные какие-то, может быть, проекты, дела. Понимаете? Общение продолжается. То есть он строит планы, что продолжать общение, да? Как будут развиваться отношения. Ну, Паж Пентаклей, значит, тут идет у нас. И 9 Пентаклей. Как-то так вот приветливо, хорошо, стабильно развивается общение. Действительно, да, и вы можете учиться друг у друга, обучать друг друга, давать друг другу возможности, кидать какие-то предложения прям. Вы знаете, вот эти отношения могут очень сильно укрепляться в будущем. И главное, очень полезные. Вот они дают перспективы в жизни и, ну, как обретение комфорта. Поэтому этот человек в будущем может принести очень много пользы вам, но в каком-то материальном смысле, в материальном благосостоянии и в плане развития вашей жизни. Вот, развития перспектив. Вот. Обретение возможностей, воспользуясь этими возможностями, да. И ну, он реально просто полезный. Вы знаете, есть люди там, которые нам даны для испытаний, есть люди для любви, есть люди для дружбы, а есть люди полезные. Вот как таблетка. Таблетка от головной боли. Полезная. Вот выпьешь ты эту таблетку, и головной боли не будет. Вот тут то же самое. Он вас, может быть, от чего-то лечит. Понимаете, он полезный, он весь полезный. И, соответственно, он вам нужен, этот человек. Даже если вам кажется, что нет. Нет, он нужен. Он уже какую-то роль сыграл, скорее всего, очень важную. И еще сыграет, я думаю, не один раз. Почему-то. Скорее всего, встречались в прошлых жизнях, принесли ему в прошлых жизнях много пользы. Ему пора тоже принести много пользы. Но вы сейчас еще ему приносите много пользы тоже в будущем. Ну, такая интересная 2 позиция, да. Здесь общение не должно прекратиться, конечно, не должно. Очень уж полезный человечек со связями, как говорят, да. Так, 3 позиция. Как видят высшие силы вот эту взаимосвязь? Сначала смотрим. Отшельник. Ну, вот отшельник, да. То есть эта взаимосвязь, она какая-то, скорее, духовная. Как духовный учитель один другому, да. Духовный учитель. Гуру, что ли, может быть. Вот такое. Но тут именно такая высшая связь,
духовного учителя, гуру. С другой стороны, карта одиночества, отшельник, она показывает, что каждый из вас как бы обособлен, как бы отделен от другого. То есть это не союз, а духовное развитие, скорее вот так. Какое-то, опять же, обучение или становление на истинный праведный путь. Вот. Но сказать, что это союз, в смысле, ну тогда это союз двух одиночеств, наверное. Даже, ну как, дружеский союз двух одиночеств, сотрудничество двух одиночеств. Но каждый как-то сам и по себе, но в то же время есть момент духовного развития. Хорошо. Для чего вас свела судьба? Кстати, по этой карте еще высшие силы могут видеть ваши отношения как отсутствующие. То есть вы сейчас, мол, не общаетесь, да? Ага, король пентаклей, защитник. Защитник, да? Охранник, защитник, туз жезлов. Новое начало. Очень перспективная связь. Вас свела судьба, чтобы этот человек дал вам опору в жизни и новые начинания. То есть прям четко. Опора, новое начинание. Это очень интересно. Это так-то яркая взаимосвязь. Взаимосвязь двух людей, которые интересуются друг другом, даже если вы сейчас не общаетесь, да? В будущем это может быть развиваться. Вот, то есть человек несет в вашу жизнь какую-то определенно хорошую миссию. Он ваш защитник, он ваша какая-то опора. Он для вас стимул к новым начинаниям, к развитию. Какая у него сейчас цель? Исцеление. Он вас хочет исцелить, он вам хочет очень сильно помочь, но через эту ситуацию он исцеляется и сам. Умеренность, да? Он и сам исцеляется через вас, а вы исцеляетесь через него. Он вас хочет исцелить. У него прям есть желание вас исцелить. То есть сделать что-то хорошее для вас. Самое это интересное. Он имеет самые добрые к вам намерения, скорее всего. Но он тихий, такой медленный, молчаливый. Как продолжатся эти отношения? Суд, действие, правосудие, правда. Суд и правосудие вместе выпали. Но это могут быть какие-то рабочие отношения, взаимодействие друг с другом, да, достижение совместно правды. Такое хорошее сотрудничество, взаимообучение, присоединение еще к какой-то группе людей совместно и развитие группой людей. Какие-то продолжающиеся отношения, но с каким-то как серьезным этапом, что ли. То есть следующий этап серьезный, важный. Важный переход на следующий этап этих отношений. Как бы как и возрождение, но и в то же время исполнение кармы, но и в то же время достижение равновесия через этого человека. Вы достигаете какой-то истины, понимаете? Но и он достигает, и он достигает. Вы как-то уравновешены. Вы можете друг с другом быть спокойными. Вы дополняете друг друга, да? Миссия. Есть у него высокая миссия. У вас кармическая взаимосвязь однозначно. Если он ваша опора, ваш защитник, да? Новые начала с ним идут. Конечно, это чисто положительная миссия у человека. Пусть это не ваша там любовь, там, да, и не лучший друг может быть. Но все равно какую-то вот полезность и вот эту вот высокую миссию он несет. Может быть, это только развиваться будет в будущем. Интересно. Ну, такая вот третья позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.